выбирать свой жизненный путь, профессию, любимое дело. Известный педагог Константин Дмитриевич Ушинский говорил, что если вы удачно выберете труд и вложите в него всю свою душу, то счастье само отыщет вас. Сегодня в Коми-Республиканском институте развития образования мы открываем двери музея учительства. Музей посвящен становлению и развитию учительского труда в Республике Коми. Музей посвящен учителям нашей республики, которые вложили всю душу в развитие народного образования. И слово для торжественного открытия музея предоставляется ректору Коми-Республиканского института развития образования Галине Владимировне Китайгородской. Добрый день, уважаемое педагогическое сообщество, дорогие коллеги, ветераны и все наши профессиональные партнеры. Мы очень рады, что сегодня именно в рамках наших юбилейных мероприятий, а нашему институту именно сегодня исполняется 80 лет, мы открываем музей учительства. Для нас это очень важный, социально ориентированный и образовательный проект. Мы в течение уже 1,5 лет очень интенсивно работали над тем, чтобы собрать те факты, которые подтверждают роль педагогов в развитии системы советского и российского образования. И мы не случайно сегодня приветствуем именно педагогов, потому что именно учитель, конкретный учитель, работая каждый день на своем рабочем месте, формировал эффективную систему образования. Сегодня мы сохраняем традиции, мы подтверждаем значимость советского и российского образования. Но начинаем мы с начала еще XIX века. Поэтому сегодня наша экспозиция, она представляет собой все этапы развития учительства, которое сопровождало систему образования Коми-края. России и нашей республики на протяжении 2 столетий. Уважаемые коллеги, нам очень важно, что идея, которая возникла при подготовке к нашему юбилею, сегодня воплотилась в реальность. И мы считаем, что музей учительства – это современный образовательный проект. Мы очень надеемся, что посетителями нашего музея будут педагоги, будут обучающиеся, начиная с уровня дошкольного образования, будут те старшеклассники, кто собирается выбрать профессию с высокой миссией – учитель. Мы, конечно, очень надеемся, что постоянными посетителями будут, конечно, и наши дорогие ветераны. Уважаемые коллеги, мы вступили в профессиональное партнерство с фондом президентских грантов. И мы очень рады, что именно фонд президентских грантов поддержал проект. Вы сегодня видите на нашем слайде организаторов данного проекта. Это фонд созидания, который сегодня, благодаря которому сегодня мы смогли именно в этой аудитории открыть музей учительства. Уважаемые дорогие коллеги, для нас это очень трогательные минуты, потому что мы видим, что идея, которая родилась почти 2 года назад, сегодня именно в этой аудитории воплощается в реальности. Я очень надеюсь, что в течение времени, когда вы будете вместе с нами,
мы сегодня услышим очень много важных профессиональных слов, которые будут позволять нам работать и дальше. Сегодня только первый этап открытия, а уже в октябре 2019 года мы откроем полноценный интерактивный музей учительства. Уважаемые коллеги, я поздравляю всех нас. Мы сохраняем традиции коми-учительства. Уважаемые коллеги, музей учительства мы считаем открытым. Спасибо. Музей – это хранитель прошлого. А как известно, не зная прошлое, сложно понять настоящее и заглянуть в будущее. И сейчас перед вами выступит методист лаборатории развития этнокультурного образования Поляков Евгений Викторович с песней композитора Александра Зацепина на слова Леонида Дербенева «Есть только миг». Нужно. Точно все в этом мире бушующем есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд обрадует. Вечный покой для седых пирамид, а для звезды, что упала и падает, есть только миг, ослепительный миг. А для звезды, что сорвалась и падает, есть только миг, ослепительный миг. Этот миг ловит сквозь столетия, но не всегда по дороге мне с ним. Чем дорожу, чем рискую на свете я, мигом одним, только мигом одним. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Спасибо. Ни один музей не может обойтись без научного консультанта. И у музея учительства есть свой научный консультант. Приглашаем на нашу сцену кандидата исторических наук, директора музея истории Ольгу Евтихеевну Бондаренко. Вот мы сегодня собрались здесь, такие разные. Мужчины и женщины, юные и люди, мне очень нравится это выражение, серебряного возраста. У нас разная национальность, но есть нечто, что объединяет всех нас и что сыграло важную роль в нашей жизни, это, конечно, школа. Это учитель, это наш наставник, и многие из нас стали учителями благодаря тому, что рядом с нами был такой учитель,
которому хотелось подражать и хотелось стать таким же, как он, ну хоть немножечко похожим. Конечно, главная фигура в этом музее – это учитель. И мы думали, каким быть этому музею. Ну, как положено, музей рождался в муках творческих, словесных баталиях. Наверное, важную роль сыграло то, что в нашем творческом коллективе были как раз такие важные составляющие, как мудрость. Мне представляется, что мы пошли правильным путем и обратились к учителям Республики Коми. Скажите нам, каким вы хотите видеть музей учительства Республики Коми? И они откликнулись. И мне очень приятно сказать, что многое из того, что они нам предложили, что они хотели бы видеть, сегодня они могут увидеть в этом музее. Я хочу сказать, что времена разные. Дореволюционный период, советский период, современный период. А мне представляется, что знаковая фигура учителя, она остается неизменной, что лучшие учителя для них во все времена, и до революции, и сегодня, и в советской замечательной школе были характерны такие черты, как прежде всего любовь к детям. Это стремление понять каждого ребенка, это желание, умение творить, творчески относиться к своей профессии. Вот для чего музей-то нам нужен? Я долго думала об этом, и мне представляется, что прежде всего, когда мы говорим о музее, я уже сказала, что главная фигура – учитель, мы можем говорить о человеческом измерении народного образования в Республике Коми. Это человеческие судьбы, страшные, трудные, в то же время замечательные. Это такие учителя, как Феоктистия Ивановна Забоева, как Полина Степановна Маркова, выпускница пединститута, герой социалистического труда. То есть они во все времена были характерны. Профессионализм, гуманизм, стремление сделать нашу жизнь лучше и людей в том числе. Мне кажется, что вот этот музей, он еще призван сыграть такую роль, это формирование уважительного отношения к профессии, к личности учителя, что очень немаловажно, особенно для настоящего времени. Мне представляется, что у этого музея большое будущее. Вот мы действительно с вами находимся у истоков музея, но большое будущее – это пополнение материалов, это новые экспозиции, это характеристики учителей, новаторов, это традиции, которые были характерны и почти неизменны. То есть вот эти традиции – дарить выпускникам книги, сажать в выпускной класс деревья, они еще были заложены в дореволюционной школе, и хорошо, что они сохранились и до сегодняшнего дня. Я не сомневаюсь, что этот музей будет интересен многим посетителям, и ученикам, и учителям, и тем, кто когда-то работал, кто сегодня работает. И, наверное, остается только сказать, если можно так выразиться, добрый путь музей учительства Республики Коми. И в завершение я хотела бы поблагодарить руководство института за предложение, которое было мне сделано. Я более 20 лет занимаюсь темой народного образования, вот войти в состав творческого коллектива, но и в какой-то степени тоже реализовать и свои научные интересы. Но я хочу сказать, что вот это успех коллектива, всех тех людей, которые творили, которые работали, ну, наверное, можно сказать, слава этим людям. Спасибо. Музей учительства создан при поддержке Коми-регионального частного учреждения социального развития «Созидание». Слово предоставляется директору Михаилу Александровичу Дронову. Дорогие друзья,
Во-первых, разрешите всех вас поздравить с замечательным праздником, 80-летием Института поддержки образования нашей республики. Это, я хочу сказать, 80 лет – это уже такой хороший возраст мудрых и зрелых решений. Вот. А вам, в свою очередь, наоборот, пожелать вечной молодости. Сегодня в календаре знаменательных дат нашей республики появилась еще одна дата. Это день рождения музея учительства. Я хочу сказать, что вы можете представить новорожденный ребенок, который вот только появился, которому вот еще исполняется сегодня первый день, да. Вот, но посмотрите уже, насколько замечателен он получился. И мне хочется пожелать, чтобы музей был не просто стал такой игрушкой для удовлетворения там каких-либо амбиций, а стал инструментом, который отражает исторические реалии. В истории учительства нашей республики, как и вообще в любой истории, есть не только светлые страницы, но есть и страницы печальные, и разные, короче. Вот. И их отражение тоже, я думаю, будет где-то в дальнейших экспозициях музея представлено. Потому что если мы не будем об этом помнить, мы не застрахованы от того, что это не повторится. Я вспоминаю с теплотой и с любовью свои годы работы с замечательным педагогом Александром Александровичем Католиковым. В 1982 году наш студенческий отряд «Товарищ», отряд безвозмездного труда, приехал к нему первый год работать в Сыктывкарской школе-интернате номер 1 в пионерском лагере «Дружба» в Межадове. И с тех пор 5 лет студенческий отряд «Товарищ» проводил там лето. Это был замечательный педагог, который знал по именам и фамилиям, знал биографии всех 350 детей, которые у него были, начиная от детсадовского возраста, там у него старшая группа детсадовцев, подготовишки были, и кончая выпускниками. Вот. Если вы посмотрите вот на ту фотографию, левую, верхнюю, вот в этом здании, которое представлено там, находились вместе в 70-е и 80-е годы Институт усовершенствования учителей и штаб студенческих отрядов. То есть наше сотрудничество началось еще оттуда. Тогда Институтом усовершенствования руководил Минин Василий Иванович, мы с ним тоже очень хорошо знакомы, вот, замечательный человек. Вот. И вот такая добрая традиция поддерживать отношения с Институтом поддержки развития образования и студенческими отрядами, она сохранилась вот так до сих пор. И сегодня, во-первых, прежде чем я пойду дальше, я хочу поблагодарить вот ту команду, которая принимала участие в создании вот этого музея. Это ребята, вот, которые здесь находятся, молодые, сидят за пультами, которые вот все это сделали, которые не спали ночами, которые работали в выходных. Но, тем не менее, за очень короткий срок, меньше чем за 4 месяца они вот это создали. И перед которыми стоит еще 2 задачи. Создать виртуальный музей для сети интернет и создать виртуальный музей для очков виртуальной реальности. То есть это один будет готов в июле месяце у нас, в конце июля, а второй в конце октября. То есть это еще, этот музей, это еще первый шаг из того, что нами намечено. Спасибо вам, ребята, за то, что вы сделали и то, что вы делаете. Ну и как бы вот сохраняя вот эту традицию отношения со студенческими отрядами. Вот студенческие отряды в Республике Коми сегодня, это большинство состоит из педагогов, то есть это наше педагогическое будущее. И сегодня с днем рождения музея пришли поздравить вас студенческие отряды города Сыктывкара. Ребята, прошу вас. Отряд учителей, вперед шагом! Марш! На месте! Стой! Далее! Оп! Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то... В строительный отряд пойду. Фундамент, цемент, молоточек, тыц-тыц-тыц.
Цемент, фундамент, молоточек, тыц-тыц-тыц. Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то... В проводники пойду. Билет, билет, постельный. Ой, провожающий не вышел. Билет, билет, постельный. Все в порядке. Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то... Сервисный отряд пойду. Моем, моем, убираем. Мы за сервис отвечаем. Моем, моем, убираем. Мы за сервис отвечаем. Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то... В экологический отряд пойду. Флора, фауна, экология. Флора, фауна, экология. Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то... В педагогические отряды пойду. Раз, два, три, четыре, 10, 20. Ой, кого-то не хватает. Раз, два, три, четыре, 10, 20. Ой, кого-то не хватает. Хочу я быть учителем, учителем хочу, а если не буду, то все равно не буду. Дорогие наши педагоги, мы хотим вас поздравить с открытием этого замечательного музея. И мы хотим вам сказать огромное спасибо, потому что вы, те люди, которые вкладываются в наших ребят, в наших братьев и сестер, в ваших детей и всех-всех-всех. Вы даете начало будущему. Вы не только вкладываетесь, вы даете знания и даете много-много всего. Вы даете им любовь. И мы говорим вам за это огромное спасибо. Поздравляем вас! Отряд учителей, налево. Вот. На выход, шагом, марш. А сейчас, уважаемые гости, предлагаем посмотреть небольшой кинофрагмент из архива телерадиокомпании «Комигор» о заслуженной учительнице Коми АССР Серафиме Андреевне Терентьевой. Итак, Коми АССР, 1967 год. Далеко на севере, где гуляют быстрые ветры, да ворчат седые морозы, работает учительница Серафима Андреевна Терентьева. В Бакуринской школе ее любят, поэтому уроки проходят живо, интересно. Невольно задумываешься, когда же она отдыхает. Дома ждут ее свои дела. Сколько дум передумает, сколько тревог переживет долгими зимними вечерами. И все ей кажется, что чего-то она еще не досказала. В жизни Серафимы Андреевны, заслуженной учительницы Коми Республики, самыми короткими бывают встречи с семьей. И, может быть, потому они самые дорогие. Сейчас слово предоставляется методисту лаборатории развития культурного образования Полякову Евгению Викторовичу. Вот в самом начале нашей презентации я исполнил песню. Мне она очень нравится. Она очень символичная. И какие прекрасные слова, да? Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнью. Всегда нужно жить настоящим. Но, тем не менее, иногда нужно заглянуть в прошлое. И здесь, в этом музее, можно увидеть прошлое. Можно увидеть, как менялась школа, как менялась система образования. Не менялись только люди. Во все времена, и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, есть, были и будут настоящие профессионалы своего дела. Учителя-энтузиасты, учителя-методисты, передовые учителя, учителя-новаторы, те, кто будут двигать отрасль образования. И
Мне хочется вспомнить об одном человеке, без которого не было бы этого музея. О Владимире Александровиче Сулине, доктор культурологических наук, профессор Сыктывкарского государственного университета имени Екатерины Сорокина. Именно эта идея была у Владимира Александровича создать музей, посвященный учителю. Владимира Александровича сейчас нет с нами. Нет с нами многих заслуженных учителей, народных учителей Республики Коми. Но память о них будет всегда жить вечно в стенах этого музея. Ну, позвольте мне несколько слов сказать о музее учительства. Музей содержательно состоит из нескольких экспозиций. Значит, первая экспозиция – это заслуженные учителя Республики Коми. Данная экспозиция сменная, то есть каждый раз она будет меняться. Раз или два раза в год. Так, следующая экспозиция посвящена, как раз сзади вас, посвящена развитию образования в дореволюционный период. Хронологические рамки: 1864 год, земская реформа Александра II и 1917 год. Здесь представлена информация о типах образовательных учреждений, которые были в дореволюционный период. Есть информация о народных учителях того времени. В стеллажах представлена информация по следующим историческим периодам. Первое. Это становление советского образования, становление советской школы. 1917-1941 год. Затем школа в годы Великой Отечественной войны. Две полки посвящены этому периоду. 1941-1945 год. Следующий период – это развитие образования в Коми СССР в послевоенный период. 1945-1991 годы. Ну и, наконец, вот эти две полки посвящены развитию образования в современный период. Российская школа, 1991 год по настоящее время. Хочется сказать, что вообще была проделана очень серьезная работа за короткое время. И я хочу сказать, что ничего бы у нас не получилось, если бы у нас не было сплоченной, хорошей команды. Я хочу поблагодарить прежде всего директора Крымного созидания Михаила Александровича Дронова. Хочу поблагодарить директора Музея истории КГБ, кандидата исторических наук Ольгу Евтихеевну Подоренко. Кстати, Ольга Евтихеевна мой учитель, мой любимый учитель. Да, спасибо ей большое за это. Также хочу поблагодарить методистов Центра информационных технологий, программистов, да, извиняюсь, программистов Центра, ведущих программистов, да, Центра информационных технологий и образования Александра Михайловича и Ангелину Сергеевну Дронову. Также большое спасибо за поддержку ректору Коммерческо-технического института развития образования Галине Владимировне Тавировской. Ну и я хочу отдельно поблагодарить заведующую краеведческим отделом Национального музея Республики Коми Анну Сергеевну Мельникову. Она действительно очень много помогала в создании экспозиции, в комплектовании материала. В общем, мы с Анной Сергеевной вместе учились, в одном университете вместе играли в КВН, поэтому музейные работники, они самые веселые. Да. Но я хочу сказать, что это такой первый этап. Второй этап – это создание виртуального музея, то, что Галина Владимировна сказала. И уже виртуальный музей, он позволяет гораздо больше расширить экспозиционное пространство. Здесь будут размещены фотографии учителей, методистов, института усовершенствования учителей, разные образовательные организации. Кроме этого, нами был создан
была создана группа в социальной сети ВКонтакте. И надо сказать, что у нас уже очень много подписчиков. Буквально за 3 месяца более 300 подписчиков. Это достаточно большое число. И очень много людей присылали фотографии учителей, рассказывал о своих любимых учителях. И приятно, что наш проект, он стал социальным. И я еще раз вас всех хочу поблагодарить за то, что вы есть. И хочу поблагодарить, поздравить вас с праздником, с открытием музея учительства. Спасибо. Сегодня мы живем в 21 веке, веке информационных технологий. У музея учительства есть не только материальные экспонаты, но и виртуальные, интерактивные экспонаты. Ведущими программистами Центра информационных технологий в образовании Александром Михайловичем и Ангелиной Сергеевной Дроновыми был разработан альбом «Дополнительная реальность», где можно посмотреть музейные экспонаты в интерактивной форме с помощью планшета или смартфона. Александр Михайлович, пожалуйста, продемонстрируйте нам это. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию альбом дополненной реальности. Дело в том, что не все экспонаты получается у нас сохранить, не все экспонаты получается найти. Благодаря вот такому... Сейчас, секундочку. Раз. Благодаря альбому дополненной реальности можно увидеть экспонаты, которые не удалось поместить на полки стеллажей или не удалось их где-то найти, но мы сделали их виртуальные копии. Все это сделано на открытом стандарте ArtToolKit. На столе вы видите планшет. После того, как мы завершим презентацию, любой желающий сможет попробовать самостоятельно увидеть эти экспонаты. Эта технология открывает новые варианты использования музея. Не только очное посещение музея теперь будет доступно, но также можно будет провести дистанционные различные экскурсии, выездные экскурсии, на каких-либо выставках привезти с собой альбом, привезти с собой планшет и продемонстрировать различные интересные экспонаты, рассказать про историю. Сейчас вы видите экспонаты советского периода, также там лежит альбом дореволюционного периода. Очень важно, что эта платформа, она не имеет ограничений по операционной системе. Единственное требование – это браузер Google Chrome. Будь у вас Android-устройство, Windows-устройство, Linux, включаете камеру, открываете браузер и изучаете экспонаты. Сейчас мы уже скоро дойдем до моего любимого экспоната. Вот. Вот такая вот точилка, посмотрите. Если у вас есть какие-то вопросы, вы мне их сейчас можете быстренько задать по этому альбому. Пока один такой альбом, да? С экспонатами. Сейчас у нас 2 альбома. Да, советский и дореволюционный период. Дореволюционный показать? Да. Секундочку. Сейчас. Не узнаем. Это светец. Светец. Освещение учителя.
Да, получается, что лучинку поджигали, и появлялось освещение в аудитории. Электричество было не всегда. Да, Библия. Дело в том, что у нас освещение не очень, поэтому не все удается так легко экспонаты схватить в системе. Когда мы включим свет, будет получше. Так. Да, это у нас получается для наказания катка с горохом. Те, кто вел себя неподобающим образом. Отлично. Те, кто вел себя неподобающим образом, вот либо секли розгами, либо ставили коленями на горох. Это розги. Да. Алфавит. Вы можете это самостоятельно посмотреть, мы вам сейчас включим планшет, и вы изучите экспонаты. Спасибо. Сегодня в нашем зале много гостей. Ветеранов учительского труда, работников системы образования. Дорогие наши гости, слово предоставляется всем желающим для выступления. Кто хочет? Светлана Николаевна Терентьева, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости, участники нашего замечательного мероприятия. Мне хочется начать со следующего. Все мы вышли из детства, а наше детство связано со школьными годами. А школьные годы – это наши одноклассники, любимые учителя, любимые, родные. Вот когда мы заходим в этот музей, что мы сегодня увидели, вот эти все фотографии, это все нас возвращает в наши школьные годы. Я хочу сказать огромное спасибо Институту развития образования, всем тем людям, которые приложили столько сил, чтобы создать вот такой музей. И хочу пожелать этому музею дальнейшего процветания. И я очень надеюсь, что стены этого музея никогда не будут пустыми. А мы будем вводить своих студентов, даже выходя уже, начиная уже с первого курса, чтобы они знали историю развития образования Республики Коми. Еще раз поздравляю всех с праздником и еще раз процветания этому музею. Слово предоставляется Королевой Татьяне Павловне, доценту кафедры русской филологии Института гуманитарных наук Сыктывкарского государственного университета имени Петерима Сорокина. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я прежде всего хочу поздравить всех создателей этого уникального, теперь можем говорить даже учебного, наверное, заведения или учебного центра, и выразить при этом восхищение, потому что все это создавалось буквально вот с чистого листа, и за очень короткое время удалось вот такую красоту, в общем-то, сделать. Ну и я очень надеюсь, что музей будет живым организмом, здесь будет кипеть работа самого различного характера. И я обращаюсь сразу и к руководству института, и к создателям этого замечательного центра, что, чтобы вот этот музей стал одной из площадок для проведения производственной практики студентов. У нас есть в нашем направлении филологическое образование, русский язык и литература, так называемая культурно-просветительская практика. Она проходит на втором курсе. Мы проводим ее и в музеях тоже, не только в школах. Я думаю, что вы наших студентов тоже примете сюда на практику. И здесь они будут, во-первых, знакомиться с историей нашего замечательного учительства и в то же время помогать вот, тому, чтобы продолжать создавать вот фонды этого института. Спасибо вам. Спасибо большое создателям и желаю доброго пути тоже. Спасибо. Слово предоставляется Мельниковой Анне Сергеевне. Это заведующий краеведческим отделом Национального музея Республики Коми. Музей
музеев много не бывает. У вашего музея очень почетная миссия восхвалять учительство. Наша роль в этом очень скромная. Мы всего лишь предоставили электронные копии фотографий, документов. В частности, вот на этой стене, с этой стены на вас смотрит цвет уссысольской интеллигенции конца 19-го, начала 20 века. Это вот как раз наши фотографии. Здорово вообще, что вы к нам обратились. Это нам очень приятно. Я надеюсь, что у вас в будущем будут различные выставки, которые раскрывают эту тему с разных ракурсов. И хочу вас сразу предупредить, что вы в этом году уже становитесь участниками Ночи музеев. Середина мая 2019 года. Сразу рассчитывайте на толпу. Да, до 2 ночи. Можно до утра. Спасибо большое за приглашение. Сегодня с нами Лисовский Альберт Степанович, заслуженный учитель Коми СССР. Пару слов, пожалуйста. Я, конечно, не ожидал этого, но мне всегда вспоминаются светлые конференции по физике, так, различные мероприятия, создаваемые Эллой Васильевной. Так. Вот это в моей памяти очень хорошо, потому что в основном мы занимались физикой. Так, поэтому и самые лучшие воспоминания остались о массовых мероприятиях, о открытых уроках в городах различных Сыктывкаре. Так что и самое еще раз светлые воспоминания. Но я не вижу его Васильевна. Очень бы хотелось увидеть, конечно. Ну, с удовольствием будем смотреть на мой музей. Так. И очень интересные, конечно, в данном случае экспозиции уже прошли. Так. Я думаю, что в дальнейшем музей будет как раз той площадкой, где будут знакомиться молодые учителя, так, со старым, в данном случае, ну, как-то с мужчинами и так далее, так с нами, со старым учительством. Всего наилучшего организаторам, в данном случае, такого музея. Прекрасное, ну, начало, прекрасное, наверное, будет и продолжение этого музея. Спасибо. Слово предоставляется Кнутову Олегу Юрьевичу, региональному координатору проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Музей учительства является отличным примером того, как инициатива и хорошая идея становятся объектом грантовой поддержки главы государства. История развития общества очень тесно связана с историей образования, и поэтому очень важно сохранить память о истории коми-учительства. И сочетание новейших технологий, таких как дополненная реальность, на самом деле очень порадовало. Поэтому хочу вас поздравить с успешным открытием, пожелать процветания, благополучия, благодарных посетителей и дальнейшего развития. Спасибо всем. Дорогие друзья, наш вечер подходит к концу. Предлагаем вам сделать памятную фотографию в стенах музея учительства. Может, выступающие еще есть? Может, еще у нас будут выступающие? Будут. Можно? Да, хочу что-то сказать. Добрый день. Действительно, сегодня очень важное событие. Открытие этого музея. Обратите внимание на страницы истории становления и развития народного образования. Придет время, и вот здесь страницы истории становления и развития народного образования, я думаю, запишут сегодняшний день, 2019 год, да? Это открытие музея. На мой взгляд, это очень важное событие. Почему? Вот в свое время, 10 лет тому назад, я исследовала
И на основе исследования написали мы такую книжечку «Слово об авторах учебной книги для школы Республики Коми». То же самое, очень много материала мы искали. Здесь в основном учителя, но автор учебной книги, авторы. И вот когда мы писали об авторах, про себя думала, ведь очень много учителей не авторы, но учителя, которые работали и работают, и будут еще работать. Но где же они их запишут? Где тот музей, где будет храниться память об учителях народных, которые здесь есть, заслуженных учителях. Особенно очень важно, чтобы о них знало наше будущее поколение, наши будущие учителя, специалисты. И правильно сказала уже Светлана Николаевна, что будем приводить сюда студентов. Вот я 40 лет проработала сначала в Компинституте, потом уже в университете. И 1 сентября, когда у нас занятия по методике, я давала студентам задание. Запишите, пожалуйста, почему вы поступили в пединститут и хотите быть учителем начальных классов. И большинство из студентов, вот первый курс, да, они писали о своих первых учителях и говорили: моя первая учительница, я хочу быть похожей на первую учительницу. Очень многие. И вот так задумалась учитель, а кто она, заслуженная учительница. Опять же, мы о них не знаем. Но моя задача теперь связаться с уже бывшими студентами, чтобы они вновь рассказали. И, наверное, я думаю, вот таких книг мне бы хотелось, чтобы было несколько. Во-первых, учителя заслуженные о них. Учителя-новаторы – это совсем другая категория учителей. Учителя-экспериментаторы. Вот сегодня у нас была встреча с учителями-экспериментаторами. Такие творческие. Ведь о них нужно писать. Да, мы писали, но в газеты. Газеты мы прочитали, потеряли или сохранили. Сохранили хорошо. И вот вы знаете, что, глядя на эти атрибуты и витрины, мы как бы входим вот в эту историю, да? Входим в учительство. Вот на эту полочку, если вы обратили внимание, там есть значок октябрятский, октябрятский значок, потом красный галстук. Я говорю, нужно обязательно сюда красный галстук. Через это мы проходили, да? Так ведь? Многие проходили. Были мы октябрятами, потом пионеры, потом комсомоле. А ведь это молодые специалисты не знают об этом, не знают. Вот, таким образом, музей – это очень важное место, где будут встречи, будут выставки какие-то интересные. Ну и всех поздравляю с этим событием. Спасибо действительно тем, которые помогали. Пару слов хочет сказать Мария Вячеславовна Кузьбожева. Не умею. Не сказать. Вот смотрите, музей – это не только место, где встречаются со своим прошлым. Музей – это место, где встречаются со своим настоящим, со своими настоящими друзьями. Вот перед вами 3 учителя физики. Мы не случайно рядышком сели, оказались. И именно музей нас сегодня объединил, такое хорошее событие. Альберт Степанович Плесовский был учителем физики в Печоре. Мы с мужем учителя физики в сельском Сыктывдинском районе. В 80-е годы у нас была общая мама, Элла Васильевна Ядрихинская. Тогда институт работал по системе кабинетной. И мы знали, все учителя физики, что у нас есть только нам принадлежащая, только наша любимая родная Элла Васильевна. И мы ездили по всей республике, мы встречались друг с другом, давали уроки в своих и в чужих школах. И было так здорово, столько было в этом, как сейчас молодежь бы сказала, драйва, столько мы получали вдохновения в этих поездках, что сейчас возникла такая мысль, а может быть музей будет, раз музей это то место, которое объединяет сегодняшнее со вчерашним, и то место, где инициируются какие-то нововведения
основанные на хорошем, незабытом старом, может быть, будет и у предметников, то были нашим наставником, мы были начинающие молодые учителя. Вы можете садиться. Так, ну что я хочу сказать еще. Второе, что я хотела еще сказать, это не только от себя, а от общественной организации Коми Велодыш. Вот Валентина Александровна Лерова, Зоя Васильевна, Валентина Михайловна. Сторожевская школа, естественно, Коми Велодыш. Я вот что хочу сказать в нашей организации. Музей учительства есть в разных регионах. Но что основное и отличительное должно выделять наш музей учительства? Это, конечно, то, что связано с коми-учителем, с коми-учебником, с коми-языком и сохранением этого всего, историческим сохранением этого всего, с того фундамента, что закладывали Агния Андреевна Суханова и много других знаменитых наших педагогов, просветителей начала прошлого века. Вот это должно быть красной нитью, основным и главным содержанием замечательного почина сегодняшнего музея учительства. Нас уверили в том, что это только начало, и мы в это поверили. Правда же? Спасибо. Пару теплых слов. Ну, тогда на этом завершаем. Нет, давайте еще вот выступаем. Выходите. Ну, сюда дайте микрофон. Всем добрый вечер. Конечно же, мы, учителя Сторожевской школы, не могли сегодня не приехать на открытие музея учительства. Конечно, очень жаль, что мы видим сегодня нашу Ангелину Михайловну только на фотографии. Но мы обещаем, что продолжим все начатое Ангелиной Михайловной. И в этот прекрасный день мы желаем Институту образования нашему родному институту дальнейшего процветания. С юбилеем! И все же в завершении предлагаем сделать общую фотографию, и спустя много-много лет на стенах этой аудитории появится еще одна фотография. 20 с записью 28 февраля 2019 года. Открытие музея учительства. А после вы сможете еще раз пройтись и посмотреть экспонаты. Спасибо. Подойдите, посмотрите экспонаты и организуемся на общую фотографию. Давайте. Куда садись? Вот так. Давайте.